ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 10:00. Городская администрация. 12-е внеочередное заседание Горсовета депутатов. Из 25 народных избранников присутствует 14. На повестке два вопроса. Первый касается досрочного прекращения полномочий депутата Горсовета Натальи Круцких. Принят без заминок. Второй же – утверждение порядка проведения собраний граждан по их же инициативе. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом в случае поступления инициативы от группы граждан численностью не менее 100 человек, проживающих на территории муниципального образования городского округа Ухта и обладающих избирательным правом. Данная норма, она не будет относиться к рассмотрению проекта «Народный бюджет». Она рассчитана на дальнейшее применение в случае, если когда-нибудь в будущем граждане захотят внести на обсуждение вопросы местного значения. Со вторым вопросом у депутатов разногласия. Многих не устраивает четко оговоренное количество граждан инициативной группы – 100 человек. Депутат Госсовета Екатерина Руденко уверена, это слишком много. Конечно, если порядок принимается только для обсуждения народного бюджета, тогда вопросов нет. Обычно инициатива возникает среди нескольких человек, которые узнают о какой-либо проблеме. Этот порядок, он регламентирует вообще жизнь нашего МУГО, наших поселений в отношении абсолютно разных вопросов. Тогда численность 100 населения для инициативной группы – это нереальная цифра, которая, в общем, обрекает любую инициативу народа на крах. Для малых поселений цифра действительно неподъемная. Кроме того, предложение инициативной группы должны одобрить депутаты и специальная комиссия. По мнению Екатерины Руденко, слишком много препон и барьеров. Инициатива граждан обречена захлебнуться на одном из этапов. Прокурор города счел, что все правомерно. Количество представительства, 100 или 50, но это решать депутатскому корпусу. Почему? Но один человек – это не население. Это правильно? Или Евгений Ренатович сказал. Смысл этого документа, что это представительство населения. То есть один человек не может выразить волю и пожелания всего населения. Возникают у депутатов и другие вопросы. К примеру, что такое вообще народный бюджет? Будет ли он держать под контролем эффективность муниципальных расходов? Судя по всему, бюджет теперь должен приниматься с учетом мнения населения. Или все же нет? На заседании не нашлось никого, кто бы мог дать вразумительные ответы. Этот пункт повестки народные избранники не приняли. Все решится на следующем заседании.